Сенат США внесли предложение о законе об ответственности за геноцид уйгуров и санкциях. Законопроект включает в себя надежную и всеобъемлющую основу, предназначенную для привлечения Китая к ответственности за геноцид в отношении уйгуров. Уйгурский НПО поздравляет сенатора Марко Рубио и Джеффа Меркли с принятием закона об ответственности за геноцид уйгуров и санкциях. Этот важный законопроект направлен на расширение применения санкций в соответствии с законом о политике в области прав человека 2020 года для устранения серьезных нарушений, происходящих в Синьцзяне, и противодействия политике геноцида китайского режима. Принята Сенатом Франции резолюция, направленная на запрет ввоза продуктов, полученных в результате принудительного труда уйгуров. Оценивается, что политика систематического насилия Китая в отношении уйгуров представляет собой геноцид. В рамках предложения Европейскому парламенту и Совету Европейского Союза предлагается разработать новый коммерческий инструмент для запрета ввоза продукции, произведенной с использованием принудительного труда в Восточном Туркестане. Президент США Джо Байден в прошлом месяце направил директора ЦРУ Уильямса Бернса в Пекин для встречи с представителями китайской разведки. Согласно сообщению Financial Times, со ссылкой на секретные американские источники, заявляющие, что визит состоялся по указанию Байдена, подчеркивается, что в центре внимания контактов было ухудшение двусторонних отношений. Представитель Министерства торговли Китая заявил, что Пекин глубоко недоволен подписанием Американо-Тайваньского торгового соглашения и решительно выступает против него. Подчеркнув, что Тайвань является его неотъемлемой частью, Китай призвал Соединенные Штаты соблюдать принцип одного Китая и положение 3 совместных деклараций, а также внимательно рассматривать свои экономические и торговые отношения с Тайванем. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз обсудил с директором Национального энергетического агентства Китая Джаном Цзянхуа возможности развития двустороннего сотрудничества в области энергетики. В новостях официального агентства Саудовской Аравии СПА сообщалось, что бин Абдулазиз провел встречу с Джаном и сопровождающей его делегацией в столице Эр-Рияде. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США больше не нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России и Китая благодаря передовому ядерному потенциалу США.